Все чаще и чаще я слышу аргумент: родители не хотят отдавать своих детей в татарские школы, поэтому мы их закрываем. Нельзя осуждать родителей за то, что они беспокоятся о будущем своего ребенка. Многие родители, с которыми я разговаривал, считают, что после окончания татарской школы у ребенка меньше шансов поступить в высшее учебное заведение. Это мы должны честно признать. Но если дети после окончания татарской школы менее конкурентоспособны, чем выпускники других школ, это не проблема родителей, это наша общая проблема, проблема всего государства. А что мы сделали для того, чтобы татарские школы стали привлекательными для родителей? Давайте вспомним историю татарско-турецких лицеев. Там образцовый порядок. Выпускники одинаково хорошо знают татарский, турецкий, русский, английский. Отбоя нет от желающих. Конкурс – 3 человека на место. Аргумент железный. Значит, можно и нужно сделать татарские школы привлекательными. Для этого нужно создавать прекрасные условия для учителей и детей. Там должны быть бассейны, спортзалы, лаборатории, лучшие педагоги, мощная языковая подготовка. И тогда выпускники татарских школ, одинаково хорошо знающие русский, татарский, английский языки, с одной стороны, будут иметь конкурентное преимущество, с другой – сохранят татарскую культуру для будущих поколений. За один день этого, конечно, не сделаешь. Нужна государственная программа по поддержке национальной школы. Но еще важнее – нужны воля и желание чиновников всех уровней. Что касается аргумента «родители отказываются, поэтому мы татарские школы закрываем», это идеология упадка и поражения. Это предательство интересов татарского народа. Еще раз повторю, национальная школа, на мой взгляд, должна работать до последнего ученика. Это, конечно, дорого, но мы инвестируем в наше будущее. Не нужно думать, что желание сохранить национальное образование характерно только для нас. Это общемировая практика. Примеров сотни. Давайте на этот раз отправимся в Каталонию. Для тех, кто не знает, это регион Испании со столицей Барселоной. Каталонцы – это отдельная нация со своим языком и культурой. Народ этот многое пережил во времена диктатуры Франко. Язык был полностью запрещен. За его использование можно было угодить в тюрьму. Сразу после свержения Франко в Каталонии начался расцвет культуры и языка. Местный парламент принял ряд законов по защите языка. Сегодня, например, почти все делопроизводство в государственных органах ведется на каталанском языке. А в местных школах все предметы дают тоже на каталанском. В этом убедился Игорь Севрюгин. Мы в Каталонии, в самобытном регионе Испании. Многие дают этой автономии краткое, но вполне говорящее само за себя определение – страна в стране. Дело в том, что каталонцы, а таковых более 7,5 миллионов, испанцами себя не считают. Здесь все другое – другая культура, другая музыка, другие песни и даже свой каталанский язык. У каталанского языка большая история. Он начал зарождаться еще в VIII веке. Как литературный язык сложился в XIX. В 30-х годах 20-го столетия каталанский наряду с испанским становится вторым государственным языком в Каталонии. Но уже через несколько лет после победы Франко в гражданской войне его полностью запрещают. За употребление каталанского предусматривается ни много ни мало уголовная ответственность. И так продолжалось до 1975 года. Пройдя через все исторические перипетии, каталанский язык не просто выжил, но и достиг определенного статуса. Когда я был маленьким, я не мог учить каталанский в школе, в университете. Да, мы говорили на нем дома, но когда мы выходили на улицу, мы переходили на испанский. Мы с детства знали, что за каталанский можно угодить в тюрьму. Времена правления Франко были для нашей культуры и языка губительными. На каталанском боялись говорить. В последние годы правления Франко его мощь ослабевала. Испания была готова к демократии. В 1961 году зародилась наша организация «Омниум Культураль». Мы работали фактически незаконно, но мы знали, что все изменится и каталанский будет использоваться. Омниум Культураль – организация, которая занимается распространением каталанского языка и культуры вот уже 50 лет.
Они проводят круглые столы, встречи сторонников и манифестации. Они принимали участие в формировании каталонского правительства «Женералитата». Оно существует с 1979 года. Когда появилось каталонское правительство, мы помогали писать закон на каталанском языке. Он был принят в 1983 году. Он предусматривает параллельное преподавание на каталанском языке как в системе среднего, так и в системе высшего образования. Дело производства в местной администрации должно вестись тоже на каталанском языке. В 1997 году Каталония приняла новый закон о лингвистической политике. В нем было четко расписано, где необходимо усилить роль каталанского языка, а где, наоборот, ослабить. Уже тогда чувствовались сильные перегибы, и уже было впору защищать испанский. Образование в Каталонии сегодня ведется почти повсеместно на каталанском. Испанские дети изучают почти как иностранный язык, всего 2 часа в неделю. В системе высшего образования ситуация немного другая. Наш Барселонский университет преподает на 2 языках. В процентном отношении это выглядит примерно так. 60% на каталанском и 40% на испанском. Испанский выбирают в основном иностранцы, которые приехали по программе обмена. Но они все равно учат здесь каталанский. У нас есть все условия для этого. Развитием и продвижением каталанского языка занимаются как частные структуры, так и государственные институты. В этом историческом здании расположился Институт изучения каталанского языка и огромная библиотека. В институте существует 5 секций. Нас, безусловно, интересовало филологическое отделение. Директор Изидор Мари передал нам вот этот интересный документ. Это презентация каталанского языка для Евросоюза. Здесь надеются, что каталанский признают европейским языком. Ведь каталанский – это язык не только Каталонии, но и Балиарских островов, Валенсии, Арагона, Северной Каталонии во Франции, Андорры и итальянского города Альгера, что на острове Сардиния. Каталанский занимает 9-е место по числу говорящих среди населения Евросоюза. На каталанском говорят около 13,5 миллионов человек во всем мире. Мы находимся в Евросоюзе, и мы бы хотели, чтобы они признали наш язык, как язык стран ЕС. Это было бы логичным. Здесь, в Каталонии, практически и не встретишь надписи на испанском. Названия улиц, станций метро, рекламные листовки пишутся повсеместно по-каталански. Дубляжа на испанский практически нет, как, например, у нас. Есть табличка на русском, тут же перевод на татарский. Здесь можно много проводить параллелей с Татарстаном. Объединяет Татарстан и Каталонию одно – цель сохранения родного языка. Да, вы можете жить в Каталонии и не знать каталанский язык, можете говорить только на испанском, но для полноценной жизни знать каталанский надо обязательно. Игорь Севрюгин, Михаил Кусов. 7 дней. Каталония.